Всем привет, дорогие друзья! Очередной выпуск программы «Испытано на себе» мы решили посвятить вновь теме здоровья. А говорить сегодня мы будем с вами о массаже. Сегодня я выступлю в качестве, так сказать, начинающего массажиста. Ну и, кстати говоря, забегая вперед, хочу сказать, что классического массажа, либо спортивного, сегодня в нашем эфире не будет. Сегодня мы будем говорить об экзотических видах массажа. Но, к примеру, массаж поющими чашами, массаж апельсинами, а также бамбуковыми палочками. Ну и завершим мы все это очень интересным массажем камнями. Вот, то есть, представляете, апельсины, камни, бамбуковые палочки. Сегодня все будет это в нашем эфире. Испытано на себе. Сегодня мы находимся в одном из лучших спа-салонов нашей столицы. Это спа-салон «Шанти». И мои ручки уже готовы, специалист меня уже ждет. И я надеюсь, что сегодня я смогу доставить удовольствие, ну а самое главное – принести пользу организму человека, который уже готов получить сеанс массажа. Я думаю, не будем медлить. Поехали! Испытано на себе. Знакомьтесь, это Майя Мосова, она является руководителем спа-салона «Шанти». Майя, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и по совместительству, конечно же, мастер, да? Да. Вот немножко давайте поговорим о том, с чего вдруг вы увлеклись таким видом, я бы сказала, искусства, да? Это массаж, и как давно стали этим заниматься? Ну вот в 2015 году одна моя подружка пригласила меня на одну массажную вечеринку. Я тогда жила в Питере, и мне стало очень интересно, что за массажная вечеринка такая. Я в первый раз такого услышала. Мне, конечно, стало интересно, я пошла туда. А это оказалась не такая вечеринка в нашем понимании, там дискотека, там музыка, не. Это было очень такое культурное событие, можно сказать, да. Это был на самом деле мастер-класс. Просто все приходили со своими парами, то есть с подружками или с парнями, да, и один мастер, учитель показывал разные техники массажа. И они проходили там несколько часов, и плюс знакомились, общались друг с другом, да, и было чаепитие. И это проходило просто по вечерам после работы, поэтому они назывались массажными вечеринками. Да, мне это очень понравилось, я несколько раз ходила на таких мастер-классов, показывали разные техники экзотических массажей, тайских массажей. Я увлеклась, и эти мастер-классы проводила одна массажная школа. И у них были еще дополнительно курсы. Я начала ходить на эти курсы. Потом я познакомилась тоже с одним массажистом, у которого был салон, он меня пригласил на работу. Попросил, чтобы я поделала, показала, как я делаю, ему понравилось. Он также меня обучил другим техникам массажа, я стала так работать. Потом через год мне захотелось открыть свой салон. Правильно. Вот. И я переехала сюда, в Якутск, чтобы открыть свое дело. Вот. Ну, сначала было, конечно, тяжеловато, да, я там долго к этому шла. И где-то через год только смогла открыть свой салон вот этот. Но сегодня у нас подобных массажных салонов очень много в городе, да? И мы говорили часто уже и о традиционных видах массажа, о спортивных, но вот об экзотических очень редко кто говорит, а самое главное, никто не понимает их пользы, показаний и противопоказаний. Поэтому сегодня мы решили обратиться к вам как к специалисту для того, чтобы вы нам разъяснили. Ну а я в качестве помощницы попробовала просто на себе роль массажиста. Вы буквально за год обучились, да, этому? Нет, я пока работала массажистом, я тоже проходила разные курсы. Это постоянное обучение, да? Да, это постоянное обучение. А у меня сегодня всего лишь полчаса, и я надеюсь, что что-то, да и какие-то азы все равно для себя поймаю. Ну а самое главное, конечно, передам вам эти эмоции. Потому что если бы я лежала в качестве модели, конечно, скорее всего, это были бы какие-то просто, знаете, возгласы, возможно, больно, не больно, и все. Не смогла бы я передать вам эти ощущения. А здесь все-таки в качестве массажиста я попробую докопаться до всех нюансов. Поэтому, я думаю, самое время начать. С чего мы начнем? Мы начнем с массажа горячими апельсинами. Горячими апельсинами. Оставайтесь с нами. Испытано на себе. Обратите внимание, мы готовы к первой процедуре. Апельсины у нас. Необходимо отметить, что они у нас замочены в кипятке, правильно? Да. Это прям кипяток. Да, чтобы апельсины стали горячими. Сколько примерно они здесь находятся в воде? Пока не нагреются, обычно мы их кладем за 10 минут на массаже. Сразу возникает вопрос, для каких показаний все-таки такой массаж будет актуален?
Ну, апельсины у нас являются как массажеры, то есть мы их будем раскатывать по спине, да, и они будут убирать спазмы. Ну, вы же знаете, разные есть массажеры, апельсины будут действовать как они. А потом мы их разделим напополам, вот, и будем массажировать соком. Этот сок апельсина питает полезными витаминами, увлажняет кожу, да, и приятный аромат, конечно же, поднимает настроение. Да, вот так. То есть это и ароматерапия, да? Да. И все-таки имеет и полезные такие показания, да? Да. То есть необходимо понимать, что это снимает спазмы. Действительно, это такой натурального вида массажер. Да. Хорошо, приступаем. Сначала вы показываете, потом я буду повторять за вами. Угу. То есть вот так, в принципе, можно сделать массаж и своим близким, да? Да. Здесь возможно ли навредить? Нет, тут невозможно навредить. Единственное, что надо будет узнать, есть ли аллергия у человека на цитрусовые. Вот. Если нет аллергии, то, в принципе, для обычного здорового человека это безопасно. К противопоказаниям, ну, как обычно, да, там, если у кого-то повышенное давление в кризе, лихорадка, то есть такие повышенная температура тела, какие-то кожные заболевания, инфекционные заболевания, там, беременность, и сердечно-сождущие заболевания, да, обычные вот такие противопоказания. Да, если человек обычный здоровый, в принципе, да, и что-то беспокоит на спине, в опорно-двигательном аппарате, да, то можно делать. Или от усталости. То есть вот так, попробуйте. Давайте, хорошо. Так, ну они действительно теплые, сразу говорю, да. Но я думаю, нужно будет потом спросить, да, ой, у вас так это ловко получается, надо продавливать, да? Да, продавливать. Так вот. И только вдоль позвоночника, да? Да, сам позвоночник мы не надавливаем. Только вот справа и слева под позвоночника, да? Можно еще стать вот так вот с этой стороны, так тоже будет удобно. С стороны головы. Попробуйте. Вот так вот, да? Хорошо. А какие-то еще есть движения помимо этого? Можно по одному вот такие круговые движения делать. А какие-то другие фрукты или овощи возможно использовать? В принципе, можно любые, но мы так и не пробовали. Я специально проходила мастер-класс обучения по апельсиновым массажам, других фруктов не посещала. Не знаю, да, лучше не рисковать. Хорошо, а и это только мы прорабатываем зону спины или можно другие зоны тоже? Можно других зон, и ног, и рук, но на спине, конечно же, удобнее. А так у нас вот апельсиновый массаж входит в комплекс по процедуре «Апельсиновый рай», и мы там делаем все, и руки, и ноги, и живот, и переднюю часть тела, кроме лица. Вы знаете, даже вот массажист испытывает приятные ощущения, потому что ты же тоже соприкасаешься с теплым фруктом, да, и, соответственно, ощущаешь какие-то такие тоже приятные эмоции, потому что, ну, и, во-первых, конечно же, аромат апельсиновый, да, здесь есть, ну и, собственно, теплый фрукт в руках, и очень даже приятная процедура. Так, теперь мы разрежем напополам. Испытано на себе. Сейчас мы будем делать разреженными апельсинами, мякотью апельсинов. Это тоже очень приятно. Питает кожу. Таким образом. То есть вот так, да? А если апельсин подостыл, мы можем его в течение массажа? По идее, это надо делать быстро, то есть пока горячая вода, пока апельсин нагрелся, сразу, по идее, быстро надо это делать. И на все тело обычно хватает тепла. Нет, вот, кстати говоря, апельсиновые масла, они же всегда славились вот своими такими очень интересными волшебными моментами. Особенно я знаю, что девушки часто используют его в качестве борьбы с целлюлитом, да? То есть если вот так прорабатывать зону бедер, получится избавиться или это миф? Ну, скорее всего, наверное, миф, потому что, чтобы избавиться с помощью апельсинов от целлюлита, мне кажется, это надо в день по несколько раз и каждый день. Да. То есть это вот один из вариантов. Но еще говорят, что апельсин – это же такой природный антибиотик. То есть можно, наверное, если вдруг какая-то простуда тебя, да, встревожила, ну, не в самой сложной форме, да, то вот в таких профилактических целях вот тоже подобный массаж будет замечательно. То есть прогревать их заново не получится. Это все нужно делать, успевать быстро, да? Да.
Вот так вот. Вот, а сейчас мы теперь выжмем сок. Нормально, не холодно? Ой. А? Не холодно. Вот. Ну, обычно 2 апельсинов хватает на все тело. Угу. И то есть мы таким образом втираем, да? Да, втираем и потом с помощью Рук. да, рук делаем массаж. Придает нам скольжение, Угу. помогает скользить. Давайте попробуйте. Ага. Сейчас уже все. А вот такой вид массажа, он к какой культуре относится? Где вот это практикуют? Где такое практикуют? Но это не Таиланд, это Нет, не тайская практика. не Таиланд, но этому я обучилась в школе восточных массажей. Угу. Испытано на себе. В спа нередко используют материалы, подаренные самой природой. И камни – это один из этих материалов. Действительно, стоун-терапия известна уже на протяжении многих столетий. И сегодня подробнее о том, как проходит массаж камнями, мы, конечно же, узнаем. Итак, Майя, какие-то определенные камни используют, да, для этой процедуры? Все-таки сразу вопрос. А то сейчас многие возьмут камни со своего двора, начнут их греть и прикладывать. Так тоже можно. Тоже можно? То есть главное, чтобы были хорошие камни, да? Да, самое главное были хорошие камни. Ну, единственное, в спа используются в основном вулканические или бальзамические камни, но можно использовать другие, потому что минералы, они носят определенную энергетику, энергию, да, и они способны подольше сохранять тепло, поэтому их используют. А вот эти черные камни, которые мы будем использовать, они подольше сохраняют тепло, чем, например, речные камни. Поэтому и чаще всего их и используют. На самом деле можно использовать и обычные речные камни, которые у нас... У нас в Якутии полно, да? Да, Так, да. ну давайте покажем вот эти черные камни. Вот они разного диаметра, да? Но это прям специально для массажных кабинетов уже, правильно? Да. Угу. Они уже специально обработанные, отшлифованные, да, поэтому... Под каким градусом? Вот я держу чемоданчик этот, он невероятно горячий. Сколько здесь примерно? Ну, камни, по идее, должны быть где-то 40 градусов, не больше. 40 градусов. Да. Но теперь здесь- самое главное, нужно понять, в какие зоны укладывать эти камни, правильно? Да, мы их будем не только укладывать, мы ими будем массажировать также. Сначала мы будем ими массажировать, а потом укладывать их, и чтобы тепло поглубже проникло в тело. А сначала ими массируют, чтобы убрать зажимы мышечные. То есть расслабить человека, да? Да, расслабить человека, а потом их уже ставят. Ну, давайте посмотрим, как это все происходит. У нас сегодня массаж в 4 руки. А такое практикуется вообще, нет? Да. Или массажист должен быть один? Такое практикуется, но в нашем салоне такого нету. А вообще вот у вас, как у специалиста, ваш самый любимый массаж, если говорить про себя? Я люблю аромамассаж. Да? Простой, обычный, расслабляющий аромамассаж. Вот так вот, да? Да. Так, Ну и зимой, когда холодно, люблю, чтобы еще и горячими камнями делали. камнями. Вот, значит, Да. один из ваших любимых массажей мы сейчас и узнаем. Пока я растираю масло. Да. А сейчас чуть-чуть, немножко, чтобы они подостыли, надо подождать чуть-чуть. Вот, смотрите. Ой, мамочки. Они очень сильно нагрелись. Очень горячо. Даже мне на ладонях держать очень горячо. Подостынут сейчас аккуратненько. Да, их надо тоже греть где-то примерно минут 10. А я опять же ищу плюсы в своей миссии сегодня. Вы знаете, вот подержать камень теплый в руках, это уже определенный антистресс. Очень приятное да. ощущение. Не горячие. Ну ладно, О. потом вот эти возьмете. И вот так, да? То есть Нормально, резко. не вот- горячо? Не обжигает? Ой, мне кажется, наверное, сейчас наша модель просто испытывает массу Вот, позитивных можно эмоций. потом ребром. И тоже опять все вдоль позвоночника, не по позвоночнику, Не да? по позвоночнику. Можно вот так елочкой. Можно круговые движения такие делать. Очень интересно. Да, вот эти тепленькие. Главное здесь не перегреть, да, человека. Потому что, Да, не обжечь. вы знаете, профессия массажиста это ведь тоже такая очень интересная история, да, потому что, ну, ты соприкасаешься с такой какой-то, в
каком-то плане вот мистикой даже, ну вот эти камни. Соприкасаешься с косметологией, потому что это все масла, да? Да, масла и плюс еще регулярный массаж улучшает кровообращение, убирает спазмы, благодаря этому уходят наши морщины, кожа подтягивается. А мы по вам видим, что вы вся подтянутая, без морщин, потому что, видимо, все-таки это не история, как сапожник без сапог, да, вы прям соответствуете тому, что вот без стресса и осанку держит прямо, все при ней. Хорошо, дальше. Люблю ходить на массаж. Да? Так, еще Да, что? теперь можете попробовать большими, если сейчас Они нормально. горячие? Горячие горят. Так, давайте тогда так, можно ребром, так не сильно горячо будет, нормально? Таким образом, горячими камнями убираются глубокие мышечные спазмы. А есть ли противопоказания? Противопоказания, ну, в принципе, то же самое. Повышенная температура тела, лихорадочное состояние, сердечно-сосудистые заболевания, повышенное артериальное давление в кризе, какие-то кожные заболевания, инфекционные заболевания, женские дни, А вот когда... беременность. Вот, допустим... Нет, что-то потеряла мысль, я тут увлеклась процессом. У вас хорошо получается. Да. Да. А мне прям нравится увлекательный этот процесс, конечно. Когда лежишь просто и принимаешь эти процедуры, это одно. Лопатки осторожно. А вот здесь надо Да. вдоль лопатки. Да. И у модели надо спрашивать. У человека, которому мы делаем массаж, тоже постоянно надо спрашивать, приятно, неприятно. Да, если человеку неприятно, да, то мы можем всегда нажим уменьшить. Массаж всегда должен быть приятным, или если он болезненный. Болезненным бывает, если спазмы большие, у человека есть проблемы, да, но эта боль должна быть такой приятной. Вы, наверное, слышали, да? Да. Приятно, мне приятно больно. Но если неприятно больно, да, то следует уменьшить. Нет, по мне так, если я при массаже не испытываю боль, мне кажется, что я сходила впустую. Мне кажется, массаж, он все равно должен быть, ну, слегка, но болезненным, чтобы прям вот потом на следующий день проснулся и ощутил вот какую-то такую легкость после того, как сходил на массаж. А вначале должно быть больно. Ну вот приятно больно. Да, приятно больно. Итак, стоун-терапия, вот она выглядит так, да. Ее совмещают с какими-то аромамаслами или... Можно, конечно, совмещать, да. Ага. Так, теперь мы их... Так, они немножко уже остывают. Вот это горячее? Нормально. О, вот видите, сразу спазмы сказали, что горячо. Так, это пониже. Тоже горячее. Здесь уже вдоль позвоночника укладываем, да? Да, здесь вдоль позвоночника укладываем. Так, вот здесь вот будет менее горячо. А стоун-терапия в основном, опять же, только на зоне спины или по всему телу тоже можно? По всему телу. Вот еще. Нормально? То есть таким образом мы прогреваем позвоночник прям, да, практически? Да. Ау-ау-ау. Остальное все нормально? Ну так, тогда так оставим. И на 10 минут оставляем. 10 минут Да. покоя и наслаждения. Испытано на себе. Майя, для чего используют вот такие мелкие камушки? Их вот так вот вставляют между пальцами ног, чтобы пальчики ног нагрелись. Даже так, да? То есть и на ножках можно сделать. Ну, наверное, в зимние вечера с чашечкой чая. Это вообще вдвойне приятная процедура, да? Вот так вот пальчики свои расслабили. Да. Ну, здорово. Да. То есть Считается же, что в ногах у нас очень много энергетических точек, вот, и очень важно массировать ноги, нагревать их, особенно у нас зимой. да, поэтому берите на заметку. В принципе, здесь навредить сложно. Главное не перегреть камни. Но я думаю, наверное, если тебе больно, ты никак Ну да, не положишь не себе. положишь себе между ног вот такие камушки. Наберите речных камней, прогревайте их. Ну а если, конечно, побаиваетесь, приходите в специализированные учреждения, спа-салоны и
попробуйте на себе вот эту вот стоун-терапию. Мгм. Испытано на себе. Обратите внимание, после массажа камнем появились покраснения, и, как говорит Майя, в принципе, это так и должно быть, да, потому что все равно воздействует тепло, да, и вот эти покраснения не говорят о том, что вы получили ожог, ни в коем случае. Это лишь просто такое последствие, которое при стоун-терапии допустимо. Да. Мгм. Ну а мы готовы рассказать вам о следующем виде экзотического массажа. Это массаж бамбуковой палочкой. Мгм. Вот она. А, Я Массаж бамбуковой палочкой, да, это разновидность креольского массажа, креольский массаж. В основном его используют в антицеллюлитных целях, но можно также использовать в оздоровительных целях. Да, очень хорошо убирает мышечные спазмы со спины, с ног, да, и используем примерно 2 техники: скатка и вот такие небольшие удары. Плюс также внутри этой палочки содержатся такие зерна, да, они звук их успокаивает, и это получается как акустическо-вибрационный массаж. акустическо-вибрационный массаж. То есть аромамассаж, мы поговорили, это были апельсины. Стоун-терапия – это какой вид массажа? Стоун-терапия – это массаж, прогревание, тайский да? массаж. Да. А сейчас у нас, вот вы слово сказали, сложное. Креольский. Креольский. Акустическо-вибрационный. Акустическо-вибрационный массаж. Вы представляете, какой-то неизведанный мир, по крайней мере, для меня. Бамбуковая палочка, внутри у нас либо песок, либо зерно, как сказала Да. Майя, да? Рисинки, кажется. Да. И вот, вы знаете, мне это напомнило в своем роде погремушку, да? Вот Да. в детстве же мы все так делали, да? И это же успокаивало ребенка. Да. В принципе, здесь, мне кажется, та же самая логика, да? Но помимо этого еще и сейчас физическую будем оказывать воздействие физическое. Давайте. Да. Тоже раскатываем вдоль позвоночника. Нормально? Вот. И если мы раскатываем вот с этой стороны, да, то тоже на позвоночник сам давим вдоль, стараемся вдоль. Вы же сказали, что это эффективный способ борьбы с целлюлитом. Да, То есть, если вот здесь по ногам да. Разгонять, да? Разгонять и делать такие ударные техники, да. бамбуковая то палочка у меня в уходит руках. целлюлит. Ой. Осторожно, не так сильно. Угу. Помягче. А навредить здесь? Ну, вот этой палочкой, наверное, можно, да? Да, самое главное, осторожно надо вот лопатки не сильно давить и сам позвоночник не давить. Ну, мне кажется, с ногами проще. На ногах можно как раскрутить, так раскрутить эту палочку, да? Да, да. А сколько длится сеанс примерно? Ну, в нашем салоне этот массаж идет как дополнительный массаж, мы 15 минут используем. А так, вот в антицеллюлитных массажах его используют где-то минут 45. А, то есть 45 минут вот так. Рассказывают там по ягодицам, по ногам. Да. Ну, мне кажется... Ну, там не только раскатывают, ну и плюс также сначала смазывают маслом, расслабляют тело, сначала разогревают, и потом уже начинают раскатывать и делать ударные техники. Вот так. Попробуйте, вот так можно вот кончиком. Да, то есть видно вот здесь вот, где покороче, да, это вот эта часть, куда продавливать только левой ладошкой, да? Туда-сюда ее прокручиваешь. Надеюсь, нашей Нормально, модели. не больно, говорите, если больно или неприятно. Ну, я стараюсь помягче с ней. Но здесь зоны все те же самые, да, ни в коем случае не позвоночник, а все от позвоночника, да? Да, и вдоль. И можно туда-сюда, как вы говорите, да? Вот так вот. Работа у вас, конечно, увлекательная. Хочется прям сразу, вот как тесто раскатать. Да? Вот здесь главное не переусердствовать, да? Да, и А вот те самые вибрации, да? да. И еще вот так вот по всему телу, вот так вот делают тоже. Знаете, вот такую бамбуковую палочку нужно приобрести многим родителям.
И вечерком ваш ребенок лег, а вы его, в зависимости от того, как он провел этот день, да, значит, в принципе, можно на практике и с супругом. Нет, это здорово. И опять же напоминает погремушку, да. Но это все доказано, что это не просто шуточки, да, это имеет определенное воздействие на организм, правильно? Да, и оздоровительный эффект. Оздоровительный эффект тоже. Очень интересно. Значит, вот это все раскатывающее движение и вот эти постукивания. Очень интересно. Ну и, соответственно, это все расслабляющий массаж. Да, это все расслабляющий, оздоровительный массаж. Оздоровительный массаж. То есть вылечить какие-то конкретные заболевания подобным методом невозможно. Нет, почему? Наверное, в каких-то местах, скорее всего, используют. Ну вот эти палки в основном используют, чтобы убрать целлюлит. Конечно, там не лечебный массаж, но, скорее всего, откуда оно появилось, может быть, и лечит. Вот. Но у нас спа-салон, поэтому мы в лечебных целях не используем. Не используем. Все профилактика. Испытано на себе. И заключительный вид экзотического массажа – это массаж поющими чашами. Ну, чаши бывают сделаны из разных материалов. Чугунные бывают, медные бывают. Это смешанная чаша. Бывают разных размеров, маленькие, большие. И профессионалы, которые занимаются только чисто массажем поющими чашами, они используют много-много чаш и их выкладывают вдоль тела. И прям этот процесс такой музыкальный получается. Ходят и вокруг вот выпускают звуки и вибрации. Основа это, конечно, как вы сказали, это вибрации. Да? Наше тело же состоит не только из физического вот этого вот, как сказать, кожи и так далее, костей, да, но также наше тело состоит из многих разных тонких структур, которые мы не видим. Да, вы, наверное, слышали, да, болезнь сначала появляется не в теле, а в ауре. Да, в ауре и тонких наших телах, и потом в мыслях, а потом в тонких телах, вот, и потом только проникает в тело. И когда мы используем поющие чаши, да, мы гармонизируем как раз вот эти тонкие тела, потому что они же тонкие, они состоят из вибраций, и эта чаша гармонизирует и выравнивает, можно сказать, наши вибрации. Когда появляется какая-то болезнь, да, в какой-то определенной области нашего тонкого тела появляются такие дисгармоничные, можно сказать, ямы или дыры, да, и чаша такая это все гармонизирует. То есть это, по сути, звуковая терапия? Да, и звуковая, и вибрационная тоже. То есть это уже другой вид массажа, звуковой и вибрационный. Видите, еще один вид массажа. Но это все-таки массаж, потому что воздействие на тело происходить будет однозначно. Да. То есть после этого массажа человек в любом случае что-то ощутит на себе. Да, конечно. Даже если он далек от вот этого тонкого мира. Да, конечно. Хорошо. Как это работает? Ну вот руку рядом поставьте, вы уже почувствуете вибрацию. А если вы будете держать, то еще сильнее почувствуете. Ой, там невероятно вибрация, знаете, как будто, ну, как, не знаю, прикоснулась к оголенным проводам практически. А затем мы будем... Сейчас. О, появился гул, волшебство. Да, и вокруг тела мы таким образом проводим над телом сначала, да, на несколько сантиметров выше. А вот этот гул — это из-за того, что вы держите этот молоточек, да? Да. А если отпустите, гул пропадет? Но сначала какое-то время будет, потом пропадет. Очень интересно. Как будто бы у меня голова заболела, мне кажется. Попробуйте. Сначала держите руки. Мамочки, она тяжелая. Да, чуть-чуть слегка. Ударили. Да. И какой-то другой гул. Вибрация невероятная. И эта вибрация тоже идет к человеку. Невероятное волшебство, товарищи. Я не знала, что вот это так работает. Честное слово, для меня это открытие. Но у меня просто, я действительно уже как-то в первую очередь голова воспринимает это по-другому как-то. Очень интересно. Ой, очень интересно. Кто бы мог подумать, чаша и чаша. Что-то мне заплохело, по-моему. Или это психосоматика некая. Наверное.
Ну, чаши бывают разных, можно сказать, частот. Может быть, эта частота вам не подходит. Бывают такие более звонкие, бывают низкие, такие низкого звука. Но считается, что чем ниже звук, тем лучше, как сказать, тем, не то чтобы эффект лучше, да, более оздоровительный эффект. Чем такие высокие и тонкие вибрации. Ну вот я, как говорила, да, обычно ставят много-много чаш, и они все разных вибраций бывают. Мне кажется, я бы на такое не отважилась, потому что если от одной чаши уже так восприятие мира, да, а если тут 20 вокруг тебя, и они все будут так издавать звуки, вибрации, ну это прям действительно очень. То есть вот так вы проводите чаши, и получается вибрация только вот по той части, где вы по водите телу молоточком? идет. Нет, по всей чаше. И эта вибрация идет прям в тело, сразу непосредственно. И это сквозь материю надо делать, да, некую? Да. По голому телу так не поводишь, да? Да. Нормально? Вы знаете, может кто-то из вас подумает, что да что-то может работать эта чаша, каким образом? Только что наша модель непроизвольно ногой дернула. То есть все-таки какие-то рефлекторные моменты происходят здесь, потому что, ну, действительно, кажется, что, ну, водишь и водишь чашу, что-то. Вибрация проходит туда, прям вглубь твоего тела. Попробуйте так. Хорошо, давайте. Так. Руками придерживаете, да, и чуть-чуть И будете будете. раскатывать. Так, И, да, и ударила. вот наполовину. Ой, а что она не ударила? Ой. И вот так, да? Мгм. А это делать надо для того, чтобы звук исходил, да? Да, чтобы Ой, вибрация замолчала. пошла. Я двигаю, звук пропадает. Почему? Ну, сначала просто словите вот этот вот, словите эту вибрацию, потом начнете двигать, когда будет, Не не получается. перекращая. Ну, это с опытом только приходит. Да, да. это с опытом. Здесь я даже поймать вибрацию не могу, она у меня исчезает, а Да. как тут двигать? Вот сначала надо раскатать, усилить вибрацию, и потом уже начать раскатывать. Когда вибрация будет стабильная. И так можно по всему телу раскатывать. Но иногда в каких-то этих зонах, конечно, она уходит. Если касаться чаши чем-то другим, да, то... Ну, звукотерапия, уходит. да, нужно же отметить, что это, опять же, это нет такого понятия, что человек пришел и целый час лежит с этими чашами. Нет, да, это обычно идет в совокупности с другим комплексом, правильно? Ну, у нас, да, в совокупности с комплексом 15 минут после оздоровительного массажа. Но те, которые занимаются этим, только непосредственно этим, они целый час делают такой массаж. Я ходила на такой массаж, и они мне целый час делают. Целый час. Я даже Да. не представляю, я бы, наверное, не смогла вытерпеть. Но если честно, вот, дорогие телезрители, мне кажется, каждый хотя бы раз в жизни вот должен попробовать это. То есть если массаж апельсинами, массаж камнями можно сделать и в домашних условиях, ощутить это, то вот такой массаж, ну, явно дома никак не сделаешь. Ну, это что-то невероятное. Вот поэтому я, когда читала про это, говорили, что это немножечко такой сакральный вид массажа, это мистический, это какое-то волшебство, и в этом сегодня мы убедились. Можно перевернуть и еще на животе поставить, тоже совсем другие. Ну, прям чашу на живот, и вот так тоже круто. Да. Очень интересно. Сделаем. Испытано на себе. Гул становится все больше и больше. Обратите внимание, даже вот наша колотушка, она отпрыгивает. Это настолько много вибраций. Я, наверное, я думаю, вы видите, посмотрите. Вот возле прям ощущаешь. Да, и если есть, например, какое-нибудь, ну, в какой-то области заболевания, то можно прям над этим местом держать и несколько минут вот пускать такие вибрации. Ну, например, если у человека есть какие-то проблемы в желудочно-кишечном тракте, да, можно над животом держать и пускать такие вибрации, или прямо положить на живот. А навредить-то можно таким видом массажа или нет? Но надо быть осторожно, если, например, у человека какое-то нестабильное психическое состояние, например, там какое-то депрессивное состояние. Паника может начаться. Да. О, пошел гул. И наша модель сразу стала издавать тоже какие-то приятные звуки. Видимо, она прочувствовала, да? Как ощущение? Как-то
странно. Как-то странно, говорит она. Ну, конечно, мы узнаем вообще эмоции человека, который сегодня все это испытал также на себе, чуть позже. И узнаем, какой из видов экзотического массажа ей понравился больше всего. Очень интересно. Но я думаю, самое время узнать у участницы наших съемок, какие у нее остались впечатления. Ну а для этого мы пройдем в зону отдыха и выпьем чашечку чая и поговорим с ней. Испытано на себе. Знакомьтесь, еще одна героиня нашего выпуска сегодня. Это человек, который все-таки решился на то, чтобы испытать все эти 4 вида экзотического массажа. Это Евгения Петрова, это финалистка конкурса «Мисс Новая Якутия» 2023. Евгения, здравствуй. Здравствуйте. Ну, в принципе, все понятно. Человек недавно испытал стресс после этого конкурса, да? Ну, конечно, как ни ей, нужно было немножечко расслабиться. Вот, знаете, решили даже не репетировать, решили даже вот времени не дать ей подумать, а вот рассказать все, как ощущала. Давай поначалу. Массаж апельсинами, вот какие ощущения? Ну, для начала вообще теплый апельсин на спине, каково это? Конечно же, это приятно. В первую очередь, апельсиновый массаж у меня был впервые в жизни. И хочу сказать то, что это очень приятно, и советую попробовать. Попробовать? А вот ощущение, когда на тебя выдавливает апельсин, вот это что? Это вот прям тоже приятно? В принципе, он же теплый апельсин. Нет. На самом деле нет, да? Когда перекатывает, это более приятнее, чем выдавливает. Выдавливает, да? Хорошо. Затем мы попробовали другой вид массажа. Это у нас уже был стоун-терапия, то есть массаж камнями. Камни. Самое сердце. Самое сердце попали. То есть все-таки теплые камни, это прям очень приятно. Очень приятно. А расслабляет? Даже отекло, кажется, немного. Лицо, да, отекло. И расслабило? То есть можно заснуть под такой вид массажа? Ну да. А болевые ощущения сильные или нет? Нет. Нет. Я думала, будет больнее. Будет больнее. Да, потому что... Хорошо. Затем у нас была бамбуковая палочка. Ну, конечно, здесь мы тебя пощадили, мы не растирали все твое тело, да, и не прикладывали силу, да, особую. Вот здесь какие эмоции? Ну, здесь можно сказать то, что когда именно лежишь и чувствуешь это на себе, это чувствуется не так, как, наверное, на камере смотрится. То есть более приятнее и тоже хорошо. Ну, а постукивание вот когда колотили тебя? Постукивание. Ну, постукивание. Да, сильно таких эмоций как бы не было. Я думаю, то, что бамбуковыми палочками, наверное, стоило поработать сильнее. То есть, сильнее. Да, но мы побоялись, потому что здесь у тебя как бы и ребра, и лопаточки, и по ним особо палочкой-то не пройдешься, да? Хорошо, ну и финальный массаж у нас это был массаж поющими чашами. Рассказывай. Ой, это было очень необычно. Необычно. Можно сказать, даже волшебно. То есть, когда над тобой чашу проводили, ты чувствовала вибрации? Да. Когда над тобой, даже Да, через полотенце? Да, чувствовала. Да. А когда на тебя поставили ее? Это вообще как будто что-то там колотилось. Да? Да. Ну ты даже, да, ты сразу сказала, ой, то есть и нога у тебя внезапно дернулась. То есть вибрация на себе ощущать, это что-то такое, ну, необычное ощущение, да? Ну и если взять в целом, ну вот у тебя сейчас модельная карьера в гору идет, да? И вот ты, допустим, у тебя будет свободное время, хотя я думаю, что его у тебя не так много, да? Захотела бы прийти и вот попробовать один из видов вот такого массажа. Да, что бы ты выбрала? конечно. Я бы выбрала скорее стоун-массаж. Стоун-массаж. Камнями, То есть да. камни тебя впечатлили. Да, впечатлили. Здорово. Ну, откройте тайну, что ничего бы не случилось, если бы, конечно, не золотые руки мои и не золотые руки Майи. Ну и поэтому мы благодарим тебя. Вот, кстати говоря, как у тебя впечатления после прошедшего конкурса? Ой, я так и знала, что меня это спросят. Но впечатления, они на самом деле вообще колоссальные. То есть я испытала очень много всего и успела даже немного стрессануть. Вот. А так, в принципе, хорошо. Замечательный опыт. Да, замечательный опыт. А продолжишь ли ты дальше свою вот карьеру в качестве модели, фотомодели? Ну да, Да. модели, да.
Фотомодели, да. разумеется. Ну что, дорогие друзья, мы благодарим спа-салон Шанти за оказанную возможность, да, попробовать на себе вот такие интересные направления в массаже. Благодарим тебя, Евгения, за то, что потратила свое время, которое у тебя и так, да, на счету. Ну а вам мы, как всегда, желаем здоровья. Но самое главное, не ждите, пока болезнь вот постигнет вас. Занимайтесь профилактикой, а массаж – это один из самых лучших вариантов для этого. Будьте здоровы, до новых встреч, всего доброго.